Добрый вечер, дорогие друзья. Это ток-шоу «Наша республика. Наше дело». И я его ведущий Андрей Кондратьев. Как всегда, в большой студии ТНВ откровенный разговор на самые актуальные темы. Последние числа декабря. Мы провожаем старый год и мыслями уже в 2020-м. А год следующий, 2020, это год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. По крайней мере, такую инициативу, озвученную на заседании Совета по межнациональным отношениям, поддержал Владимир Владимирович Путин. Я не знаю, насколько она реализуется действительно в такой год, но высокая и недосягаемая, массовая и доступная – все это наша культура. Предлагаю о ней, собственно говоря, об этом великом и поговорить. В присутствии наших спикеров и гостей студии. Представляю вам главного спикера сегодня. Художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ля Примавера», заслуженный деятель искусств России, народный артист Татарстана, заслуженный деятель искусства и лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая, маэстро Рустем Абязов. Аплодисменты его студии. Огромное спасибо. И его, конечно же, безусловно, замечательный коллектив. Еще раз прошу вас поаплодировать. Сегодня наши эксперты. Огромное спасибо и благодарим, кстати, между прочим, от нашей программы будет специальный приз Ирада Хафизяна. Это за то, что вы всегда соглашаетесь быть гостем и главным спикером нашей программы. Сегодня эксперт. Мы очень рады. В нашей студии министр культуры Республики Татарстан Ирада Хафизяна Аюпова. Вам аплодисменты. И этого человека вы все знаете в лицо, его знают все поклонники театрального искусства, но он сегодня в нашей студии в новом статусе. Депутат Государственного совета Республики Татарстан, народный артист Татарстана, лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая Рамиль Тухватуллин. Рамиль Чингизович, мы рады вас приветствовать. Также у нас сегодня эксперты в студии. Дмитрий Валерьевич Туманов, доцент кафедры национальной и глобальной медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Этого человека тоже знают все в лицо, особенно в журналистике. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Любовь Владимировна Агеева, журналист, газетчик с колоссальным стажем, в прошлом корреспондент, главный редактор портала «Казанские истории». Огромное спасибо, что к нам пришли. Всех экспертов у нас сегодня много, я буду представлять по ходу нашей программы. Но, наверное, если уж мы говорим об искусстве, то сначала дадим слово музыке. Прошу вас, «Ля Примавера».
Браво, оркестр «Ля Примавера». Александр Ильич, ну, год завершается. Насколько реализовалось все задуманное оркестром в 2019 году? Я знаю, что спрос на ваше выступление, он велик. Где вас сегодня ждут? И что вы, какие вот вы новые планы на горизонте? Прошу вас, давайте поаплодируем. Год был очень насыщенный. Я, конечно, так не подгадывал, но так получилось, что мы мой личный юбилей и юбилей оркестра в один год обычно справляем. И вот 19-й год именно таким выдался. Понятно, что вокруг этих юбилеев было очень много встреч, концертов, всего прочего. Был замечательная гастрольная поездка была во Францию, в Швейцарию. Мы приняли участие в церемониях открытия и закрытия WorldSkills. Дважды слетали в Сочи, один раз отметили 5-летие Олимпийских игр концертом, а второй раз вот вместе с Радой Хафизианой летали и выступали на церемонии вручения премии дискуссионного клуба «Валдай». Вот. Это очень серьезно, но я самое, что убежден, вот в том ваше, наверное, достояние, что вы никогда не отказываетесь съездить в районы нашей республики, и вас там очень ждут. Я думаю, что и мы это здорово, это огромный плюс коллектива. Да, еще. Я уже говорю о том, мы и по Татарстану, конечно, в прошлом году ездили, но что нас ждет в следующем году, это отдельный разговор. Отдельно поговорим, аплодисменты. Ират Хаган, наверное, министр культуры должен быть счастлив, когда в арсенале Министерства культуры действительно есть такие выдающиеся коллективы. Я знаю, что вы с хорошим настроением завершаете 2019 год, но как министр у вас всегда много планов тоже. Мы знаем, что театры заработали в этом году достаточно приличные, серьезные средства, хотя для театров никогда не бывает средств достаточно. Это же творчество, искусство, развитие. Как вы вот подведете итог 2019 года, с каким настроением, что нового? Какие планы? Вам слово. Я думаю, что все-таки не совсем справедливо будет оценивать результаты в денежном года выражении. Денежным выражением, особенно в сфере культуры. И ну вот сегодня уже и Рустам Юнусович сказал о том колоссальном объеме проделанной работы по презентации нашей культуры за пределами республики. Очень важно, что нас знают по всему миру. И я думаю, что 2020 год он будет еще в большей степени насыщен событиями, которые будут посвящены презентации нашего богатейшего культурного наследия за пределами Татарстана. Но нельзя забывать, вы абсолютно правильно сказали, нельзя забывать о тех людях, которые живут на территории республики. И мы и в этом году старались максимально быть доступными для жителей республики, как в театральном плане, как в музейном плане, как в музыкальном. Я очень надеюсь, что будущий год еще в большей степени будет богат событиями, которые привлекут прежде всего внимание наших жителей республики. Культура, искусство насильно мил не будешь. Это может быть только интерес, это может быть только любовь. И еще когда хватает билетов. Вот жалуются уже туристы, что не хватает билетов ни в концертные залы, ни в театр. С одной стороны, надо радоваться, а с другой стороны, мы, как жители, тоже иногда можем не попасть на какое-то театральное представление или концерт. Вы знаете, может быть, расширяться будем уже? Нет, в реальности вы абсолютно правы, то, что действительно у нас это потрясающая ситуация вообще не только в России, но и в мире. Но действительно у нас есть театральные площадки, концертные площадки, на которые просто не попасть, потому что билеты раскупаются мгновенно. И это очень неплохо. Но другое дело, что мы сегодня стараемся все-таки, пусть дистанционно, но тоже быть доступными. Сегодня уже и театр Галиаскар Камала, и театр оперы и балета, они транслируют свои представления онлайн. И кстати, это тоже просто открытие для Казани. Нет, я видел это в Москве, видел в Санкт-Петербурге, но когда стали вот театральные постановки показывать в кинотеатрах, тоже вот приобщать вот к такой форме, это, мне кажется, действительно прорыв и Казани, и Татарстана в этом плане. Спасибо огромное за это. Спасибо. У нас в этом году 5 виртуальных концертных залов открылось в районах республики в рамках национального проекта «Культура России». И в будущем году
и уже у нас есть планы на ближайшие 3 года. Эта работа будет продолжена. Виртуальный концертный зал позволяет вне зависимости от места своего проживания человеку получить возможность доступа к культурному наследию. Честно говоря, конечно, вот такое общение это не заменит. Я с вами согласна полностью, но не всегда есть возможность приехать на концерт. Например, вот открылся у нас концертный зал в Бавлах или в Мамадыше. Это же здорово, что люди могут приехать и могут дистанционно посмотреть выступления лучших профессиональных коллективов. Но вот тоже еще одно из событий. Вот мы немножко, у нас немножко другие телевизионные предпочтения, и я очень рада, что у нас постоянный наш партнер ТНВ, ГТРК, Татарстан. Но недавно я была в Питере на мероприятии, и ко мне подходит женщина, она руководитель, владелец, руководитель современной галереи современного искусства. Извините, но это действительно одна из самых актуальных площадок в Питере. Да, галерея современного искусства, такая небольшая, частная. И она подходит: вы знаете, вы из Казани? Я говорю, да. Она говорит, потрясающе. Я, говорит, на вот воскресенье буквально, я была там в четверг, среда-четверг, я, говорит, в воскресенье по Меца, по каналу Меца, смотрела 2 постановки оперные ваши. И действительно, театр оперы и балета, не оперные, 2 постановки, 2 балета ваши. И действительно, по телеканалу Меца, который транслирует на весь мир, последовательно были показаны спектакль «Шурале» и затем «Золотая Орда». И она просто восхищена была. Она говорит, слушайте, ну у вас современный балет есть? Я говорю, да, это действительно. Мы немножко недооцениваем, наверное, как хорошо у нас в республике. Хотя и проблем хватает. Спасибо. Давайте поаплодируем Министерству культуры. На самом деле дооцениваем. И мы горды тем, что действительно сейчас сходить в оперный театр, получаешь просто уникальное наслаждение и удовольствие. Действительно, творчество настолько профессиональное, что я вот недавно совсем, мы спорили с замдиректора оперного театра о том, где их можно догнать в Германии. Они настолько быстро сгастролируют, и их везде ждут в стольких городах. Но это действительно здорово, наверное, мы когда-то об этом мечтали. Рамиль Чингис, я к вам вопрос задам. Ну, во-первых, поздравляю вас с новым статусом. Это накладывает действительно очень серьезную ответственность, я вам скажу. Давайте поаплодируем Рамиль Чингис, депутату Госдумы. Спасибо. Вы теперь не просто за свой театр или за свою театральную труппу отвечаете, да? Вы, в общем-то, сейчас помогаете Министерству культуры продвигать все самые перспективные и креативные направления. Я уверен, что у вас это получится. Мы в выборной кампании с вами объездили много районов, я видел, как вас знают, как вас уважают, как прислушиваются. Спасибо. У меня вопрос, как вы завершаете год? Я знаю, что очень много было театральных новинок. К нам приезжали и театр из Поднебесной, из Китая. Да, у нас были новые международные фестивали детские. Да. Что нового, как завершаете и что планируете? Вам слово. Хайрликен, добрый вечер. Я здесь, зависит от того, во сколько выйдет передача, поздоровался и добрый день, и добрый вечер. Ну, вы правильно сказали, конечно, это достаточно было яркое событие, когда приезжали наши коллеги из Китая. И высокая организация гастролей и содержательная страна, когда приехали 58 человек, из них 26 актеров играли, и приехали по морю, все декорации. То есть надо сказать, что отдать должное, конечно, у них во всем есть высокая организация. Что касается нового, как вы говорите, да, но вы знаете, все новое – это хорошо забытое старое. Вот мы сейчас провожаем, идет завершение 2019 год, вместе с ним мы и завершаем наш год театра. Хотя все вопросы, которые стоят перед театральным миром, они остаются актуальными, их надо решать, успокаиваться нельзя. А их достаточно, не будем это скрывать. Поэтому я был очень, не то что доволен, я был счастлив тем, что вот как раз вы говорили на Совете по национальным вопросам, но там, по-моему, на Совете по культуре и искусству это было. Наверное, да, я, может быть, там инициатива была. Я точно знаю, с участием Владимира Владимировича. Да, вот именно про это я говорю. Как раз там инициативу проявила руководитель Дома дружбы народного творчества из Ханты-Мансийска. И вот как раз Владимир Владимирович Путин очень искренне
отозвался на эту просьбу, и, в общем-то, 2020 год, опять-таки, все-таки это год культуры, можно сказать, продолжение, да, но в другой ипостаси немного, потому что как раз вот народное творчество он инициировал и достаточно дал такой вектор, чтобы мы активнее участвовали в создании региональных кластеров, в культурных формациях. Это как раз вот объединяет всех граждан Российской Федерации в воссоздании нашей культуры на территории всей нашей страны. Это достаточно активная должна позиция быть у всех. И, конечно, вот у нас, кстати, вот недавно буквально обсуждали мы в профильном комитете, у нас есть программа региональная о, значит, нематериальном культурном наследии. Мы приняли одним Да. из первых законов Да, о да, национальном поэтому мы, в общем-то, впереди, да, идем как бы планетой Слушайте, всей, не это очень подумайте, рад. что это шутка. Но я считаю, что работники культуры должны тоже, как вот вы в кинотеатрах показываете театральные представления, тоже смотреть заседание вашего комитета в прямом эфире. Потому что на самом деле очень много что важного обсуждается для работников культуры, да, и действительно очень много что делается, особенно у нас в Да, Татарстане. мне, по-моему, тоже очень активно И мы вот сегодня стартовали, то, что да. говорит Рамиль Чингизов, действительно очень важно для всей сферы культуры. Я бы еще, конечно, сюда приобщил тот разговор об образовании в сфере культуры, о подготовке наших Несомненно, молодых несомненно. кадров. Вот я, например, скажу, что сейчас, обращаясь к нашему уважаемому эксперту, недавно был на одной встрече, и там Дмитрий Туманов, вы знаете его, генеральный продюсер «Созвездия», нашего великого фестиваля «Созвездия» детского, сказал, что ГИТИС увеличил плату за обучение до 450 тысяч в год. Да, я так понимаю, что он действительно возмущен тем, что для большинства детей теперь это заведение образовательное в сфере культуры просто недоступно. Я не буду в эту тему уходить. Захотите, затронете, захотите, продолжите. Но, Дмитрий Валерьевич, все-таки задам вам вопрос. Культура и ее доступность для обывателя – это не больше образование, а вот то, что мы сейчас имеем, это доступно для обывателя? Вообще в свое время такая фраза была: искусство должно быть понято или понятно народу. Я даже не буду говорить, кто эту фразу сказал в свое очень недавнее время. Прошу вас слово. Дело в том, что здесь как бы две грани разговора получаются. Доступность и понятность – это одно. Здесь должно быть образование, наверное, такое для широких масс, потому что искусство высокое, конечно же, просто так не дается. Его надо чувствовать, его надо знать, его надо уметь понимать. Это безусловно. Для широких Это масс за вне всякого 450 сомнения. тысяч? Потому что сейчас вот к нам приехали достаточно яркие выставки, Матисс, Шагал, Филонов. Это очень знаковые мероприятия для нашего. Но что вызывает больший ажиотаж, это Вася Ложкин, который приезжает следом. Потому что Васю Ложкина понять гораздо проще, чем понять, допустим, по крайней мере, обывателю так кажется. На самом деле Вася Ложкин тоже не так прост, как кажется. Может быть, это современные форматы коммуникации? У нас ведь тоже, например, на приезд группы «Машина времени» билеты не так сильно расходились, как, я не буду даже его рекламировать, как на одного рэпера недавно приезжающего, у которого билеты закончились за 10 минут в баскет-холл. То есть, действительно, это может быть, мы как-то не так общаемся, не так сообщаем об этих, не даем неправильные контакты. Наверное, сейчас основная форма образования – это интернет. И то, что идет через интернет, а интернет, как вы знаете, это большая помойка, в которой есть все. И вопрос в том, чтобы культура, высокая культура, какие-то образовательные проекты в интернете занимали достойное место. Чтобы достаточное место, я бы даже так сказал. Достойное и достаточное, я соглашусь с вами. Потому что в таком случае молодежь сможет это увидеть, и даже если сначала не понять, то, по крайней мере, увидеть, что есть что-то другое. Совсем недавно наши студенты журналистики, бесплатно совершенно ходили на концерт, который давал Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Он проводил открытую репетицию и, соответственно, предоставил зал студентам, молодежи. Я вам скажу, что... Шок культурный у них был. Я вам скажу, что было. У этих ребят был культурный шок.
они впервые оказались и в этом зале, и впервые услышали эту музыку. Правда, играли Малера, Пятую симфонию, и это достаточно тяжело для восприятия тех, кто первый раз пришел вообще на такую музыку. Но они поняли, что есть другая музыка, не только вот эти реперы, о которых вы упомянули. Наверное, может быть, следует в образовательной схеме предусмотреть вот такие шаги, такие возможности. Обязательно. Я вот, например, знаю, что у Рустама Юнусовича, у нее есть специальная даже программа с оркестром. Да. Они ездят и знакомят жителей, которые ни разу не были на концертах там симфонической музыки. Что добавите, вот, Рустам Юнусович? Я могу сказать, что Примавера, добавлю, что Примавера сама приходила к нам. Не мы приходили к ней, а она приходила к нам и выступала перед студентами. О них вообще и много играла. можно рассказать. Это Мы на 1 апреля на День юмора делали достаточно важный новый шаг. эксперимент. Ну, то есть это было очень серьезно. Что-то... Но мы действительно стараемся охватить большую часть населения, скажем так, разные категории населения. Да. Мы студентам давали целый цикл бесплатных концертов, вот с выездом прямо к ним в вузы. Для школьников сначала в Казани, а потом вот «Мелодии из мобильников» опробовали при поддержке Министерства культуры, гранта министерского. Мы опробовали и поездить 21 село. Да, мы объездили и столкнулись с тем, что там вообще ни один человек никогда не только не слышал живую классическую, но вообще классическую музыку. Да? Но, естественно, мы продолжаем и будем продолжать эту работу. Вот уже в следующем году у нас есть 2 проекта. Один такой большой проект, а второй очень большой проект. Ну, мы об этом поговорим, и пока давайте поаплодируем коллективу. Огромное спасибо. Вы делаете очень большое дело для нашего вот такого культурного просвещения. Ират Ахведян, как министр культуры, вот что вот в этой связи добавите? Я бы хотела поддержать вот своих коллег. И действительно, сегодня, наверное, самая важная миссия Министерства культуры – это просветительство. И действительно, мы в контексте прошлой эпохи редко стараемся вспоминать, что вот нужно заниматься просвещением. Но на самом деле, мне кажется, что воспитание зрителя, вообще воспитание вкуса, эстетики – это тоже задача и системы образования. В первую очередь. И система образования. Но главное слово, мне кажется, за вами. Нет, я не думаю. Главное слово за семьей. Вы простите, конечно, да, но если семья будет мотивирована заниматься эстетическим воспитанием своего ребенка, не только на спорт его отдавать, но еще и воспитывать у ребенка чувство прекрасного, прививать ребенку любовь к чтению, то, конечно, у нашей страны действительно но будет к чтению очень светлое чего? будущее. Можно и читать Чтению какого-то сайта, а можно и родители. А если Я- родители этого не застали? Вот сейчас у нас все восстановилось. Вот сейчас мы можем сказать какие-то параметры. Вот это можно, это нельзя, это нужно, это не нужно. В этом году, было время, когда в этом году мы вошли в пилотный режим в части культурно-образовательного проекта 9 субъектов Российской Федерации, где система образования тесно коммуницирует с культурой. И надо сказать, что в чести нашего Министерства образования вот та степень, и, может быть, к чести нашего президента, что он построил такую команду, у нас наиболее тесное сотрудничество В между этом спора Министерством нет, в этом спора культуры и нет. Министерством образования и науки. И я согласна полностью, сегодня надо учить не только детей, нужно учить еще и их родителей, и в какой-то степени ребенок агент развития, но самое главное мотивировать родителей, чтобы они вкладывали в ребенка. Потому что вот мы который год уже ведем культурный дневник школьника, где, в принципе, это минимальная мотивация, чтобы ребенок хотя бы вел дневник, на какие культурные мероприятия он ходил, какие книги он прочел, какие музейные экспозиции посетил. Мы сделали бесплатным посещение музеев для детей. У нас действительно очень большое количество программ, когда дети приходят либо на репетицию, либо в рамках каких-то льготных программ на мероприятия в театрально-зрелищные учреждения.
1 октября в цирке 2000... Это был день, когда все дети могли познакомиться за кулисьем, посмотреть, как устроен театр, как устроены концертные площадки. Мы в цирке большую презентацию делали, пытаясь развить в них вот желание самому что-то сделать творческое. Это здорово, но, к сожалению, наверное, не всех вы смогли вместить. У нас ведь только детей от 7 до 17, там что-то 400 с лишним тысяч, да? Действительно, в рамках вот одного такого процесса это не сделать. Это постоянный процесс, Любовь Владимировна, но и чудес не бывает. вам вопрос задать. Как вы смотрите на все, что мы обсуждаем? И какие перспективы вы видите? Я бы хотела, вот я как будто чувствовала, что разговор пойдет в этом направлении, потому что я бы немножко с другой стороны, но все-таки об этом, об аудитории. Вот уже несколько лет меня в нашем городе радует то, что культура существует на разных площадках. Это могут быть очень большие площадки, ну, типа цирка там, или вообще Татнефть-арена, или там вообще Казань-арена. Но в то же время есть культурная площадка на определенного зрителя. И вот эти площадки, они не так давно у нас появились. Ну вот я могу назвать культурный центр «Смена», я могу назвать «Угол». И вот мы уже в этом году достигли того, что... Арт-хаб. Ну, это тоже я очень могла серьезная бы продолжать, площадка. но я уж как бы время экономлю. И мы достигли того, что... У нас сегодня эти культурные площадки существуют на всех видах. Вот недавно я была на выставке Александра Простова-Покровского. У него, прямо скажем, не всем понятная, как бы, так сказать, живопись. На этот раз он выставлялся вместе с женой. Хотя, мне кажется, ну, что там непонятного. Но как бы на большую выставку могут и не прийти. А сюда пришли действительно знатоки. То есть те люди, которые знают этого художника. Может, нам вот сюда фокус вот, поддержки Министерства культуры или вообще в целом Я республики? думаю, они не разместить? откажутся, но Министерство культуры, судя по... Нет, советовать Раде Хлюдзяновне это дело такое, потому что она человек опытный и профессиональный. Советовать легче всего. Но мы просто можем уже об этом сказать. Например, в той же «Смене» проводится уже с ростом аудитории, проводится зимний книжный фестиваль и летний книжный фестиваль. И количество людей все расширяется и расширяется. И Министерство культуры помогает в этом. Потому что, когда «Смена» начинала, конечно, они заявили о себе. Конечно, это здорово, но я вам вот из жизни два маленьких примера. Первый пример. У меня пришла дочь и сказала: папа, я сегодня была на салоне. Ну, вы знаете, что такое салоны? Проводятся культурные салоны. И у них был салон с рассказом о Константине Васильеве, о его семье, о истории вообще его жизни, о истории его творчества. Да? Я ей так позавидовал, но откуда она узнала? Я вот случайно где-то из интернета вот это вот вычислил. И второй момент. Школа. Это у моего друга уже ученик в школе. Он пришел, а нас сегодня на культурное мероприятие вот водили. Куда? И в какой-то там полудомашний зоопарк, там чего-то, где-то, кого-то им показали, какого-то животное. Кошмар. Мне когда я понимаю, что это небо и земля, это вот те вещи, которые я говорю, знала бы, думаю, и Рада Хафизяна, что вот такое есть у них культурное мероприятие, она бы их всех бы там на месте бы и поругала бы. Нет, ну действительно так. То есть есть у нас вот эти вот перекосы еще. Это не может сразу Министерство культуры или вместе с Министерством образования решить все за один день. А? Мы не Теперь успеваем Рамин физически. Чингизович присоединился как депутат. Нет, можно я раз вот, как бы это будет хорошим логическим завершением к тому, что я сказала. Наверное, Министерство культуры уже может каким-то образом посмотреть, есть ли пересечение аудитории. То есть вот аудитория давать добро. Вот этот из этих маленьких лагунь, идеологический она шлагбаум увеличивает большие залы. Вот это что интересно. Это вот первое. И второе, вы знаете, я недавно была на спектакле в Театре юного зрителя «Бесы». И когда пришла и увидела зал, ну, думаю, все, точно смотреть не дадут. А до этого я уже думала, что «Бесы» для такого театра, ну, это очень сложно. Но вы себе не представляете, что это был за зал. Зал
принимал этот спектакль, вот такое ощущение, что в зале сидели одни театралы, а были сплошь подростки. Значит, И это тоже у меня опыт есть. Значит, Приходят, говорят, мы не работа- будем слушать, а потом просто сидят, Да, открыв рот. значит, работа все-таки просветительская Идет, работа мы не спорим. дает Мы свой говорим о результат. будущем, что, какие акценты расставить как бы в будущем. Вот можно я Цены- скажу, пожалуйста, Можно? добавление? Смотрите, у нас в России больше 600 театров. И вот они у нас очень разные, да, исторические, драматические, экспериментальные, музыкальные, каких только нет. Это хорошо, с одной стороны, но не все театры, скажем, такую миссию образовательную или, скажем, эстетическую несут. Поэтому, а сейчас все открыто, и поэтому молодежь может смотреть все, что угодно, но не всегда. Вот последний вы, наверное, тоже следите, да, как постановочки, которые в Москве прошли. Рустам По Ильич, интернету. я последнее время стал так говорить. Вот кто гости приезжают, да, а гостей у нас в республику, слава богу, приезжает много. Я говорю, вы были на Ля Примавера? Нет, вы вы еще не были в Казани. Поэтому вам слово, и я думаю, что надо искусством. Спасибо, браво. Ну что ж, уважаемые телезрители, оркестр Ля Примавера, мы продолжим наш разговор в студии, а сейчас реклама на телеканале ТНВ. Ну что ж, уважаемые телезрители, мы продолжаем наш разговор о культуре. А у нас в студии оркестр Ля Примавера, Рустам Минунович Абязов, ее руководитель. Я, конечно, первый вопрос после нашего рекламного блока адресую вам. Какие планы, Рустам Минунович? Я знаю, что у вас их много, но вот основные ваши перспективные проекты, которые вы будете развивать с вашим коллективом. То я расскажу о 3 планах, ближайших планах, тем более они все связаны с поддержкой Министерства культуры. И Ради Хафизяну огромное спасибо за это. То есть отказаться будет невозможно? Да, уже отрезаем путь к отступлению. Да. Уже в январе мы едем по школам-интернатам для детей с ОВЗ, для того, чтобы прямо у них проводить такие небольшие концерты-викторины. И наша главная задача не просто сыграть для них, чтобы они послушали, а чтобы они были вовлечены во все то, что происходит. Мы эту программу уже опробовали, она очень хорошо воспринимается детьми, поэтому я думаю, что будет здорово. У нас 14 интернатов вот в январе. Потом более еще масштабный проект, это в апреле. Ну, работа началась еще в октябре, потому что я объездил все выбранные нами города, предупредил, поговорил с директорами учебных заведений, а речь идет вот о чем. У нас в Казани 5 лет уже существует проект «Звезды из завтра», где
детишки из музыкальных школ имеют возможность вместе с оркестром «Ля Примавера» выступить на профессиональной сцене. Для них, конечно, это огромный стимул для творческого развития, и для них, и для педагогов. И вот мы хотелось это распространить на всю республику. Я вышел вот с таким предложением на Министерство культуры, оно нас поддержал президент республики. Слушайте, ну это на самом деле, это такие великие общечеловеческие проекты. Я думаю, самое главное, вас там слышат, потому что ездить по интернатам, приобщать этих деток к высокому искусству, человек же не говорит, я поеду завтра в Монте-Карло, да, и буду там выступать с концертами. Вот это вот я этим закончу. Хорошо, давайте продолжим, да. Так вот, значит, мы потом, в феврале я еду отслушивать уже в 6 городах республики. В январе пройдет Казанский традиционный, и в 5 городах республики тех ребят, которые подали заявки. В этих городах пройдет 6 концертов, гала-концертов «Звезды из завтра». И 1 июня в Казани состоится такой финальный концерт, где соберутся лучшие номера со всей республики. Причем в этом году, благодаря вот финансовой поддержке, мы можем их и награждать. У нас будут медали, у нас будут статуэтки, которые мы будем вручать. Естественно, и педагоги будут. Ну, кстати, мы должны все присоединиться к поддержке, наверное, такого фестиваля. Я вот с своей стороны хочу сказать, что обязательно поддержим. И вы помните, мы в свое время приезжал к нам великий скрипач Дмитрий Коган, и мы делали концерт в консерватории. Но, к сожалению, его с нами сейчас нет. И, может быть, мы одну из номинаций как раз сделаем в этом фестивале памяти этого великого музыканта в плане скрипки, молодых талантов скрипачей. Так что давайте пожелаем успехов. Ну, и третий проект, который связан, правда, не с Монте-Карло, а с Мальта. Оркестр был приглашен на Мальту, и удалось вот при поддержке Министерства культуры еще договориться о проведении в это же время на Мальте Дней культуры Татарстана. Мне кажется, вот к столетию республики... Неспокойно там на Мальте сейчас, да. Ну, желаем удачи. Неспокойно только потому, что мы приедем. Вот. Иран Квизяновна, вы как отреагируете на такую вот действительно обширную программу коллектива? Ну, вот мы сегодня... Мы не договаривались, сразу скажу. В первой части нашей программы, передачи, мы в большей степени говорили о том, как воспитать зрителя. Хотя в этом упомянули ГИТИС, который готовит профессионалов. Но в реальности очень важно, чтобы был профессиональный зритель и очень профессиональный исполнитель. И поэтому вот эта система, талантопроводящая система, когда выявление идет талантливых детей, их, ну, может быть, патронирование в некой степени. Мне кажется, это очень важная задача. И задача... Вообще каждый, на самом деле, коллектив профессиональный должен заботиться о кадрах, которые работают сегодня, и о тех, кто придет на смену. Потому что коллективы – это имя, это бренды. Мы редко задумываемся о том, что бренды Татарстана – это не только КАМАЗ, это не только Татнефть, это не только там Казань-Оргсинтез, Таиф, Нижнекамск-Шина или еще кто-то. Бренды Татарстана – это те таланты, которые, и они еще в большей степени доступны и успешны, и охватывают еще большее количество людей, поскольку всегда вот зрители, приходящие на концерты, знакомящиеся с творчеством, еще раз повторяю. И успех Татарстана – это не только Татнефть, не только Танека, а действительно это вот такие культурные наши звезды. Причем это не только исполнительское искусство. Вот мы должны, то, что у нас хранится в наших, например, вы рассказываете о галереях, да? Ну, я все понимаю, конечно, мы очень большое количество выставок проводим, но те сокровища, те богатства, которые хранятся у нас в хранилищах музеев, они представляют не меньшую ценность. Та же наша коллекция русского авангарда, или Фешина, или Бакидри Исович Урманче, большой-большой Зарипов, Ильдар Зарипов, Харис Якупов, все они ценность. И вот кладезь, и вот театральное наследие. Мы должны просто понимать, что вот капитализация на самом деле это не только деньги, вот о чем мы сами с самого пытались начала, в самом начале поговорить, это я попытался. Нет, капитализация в первую очередь это качество
качество Согласен. Давайте человека, поаплодируем нашему коллективу. ценность человека, его Дмитрий, вы что-то качество хотели жизни задать человека вопрос, и да? ценность. Да, вот я как раз в продолжении этой мысли хотел бы сказать еще о третьей составляющей. Да, надо готовить хороших исполнителей, да, надо готовить хороших слушателей, но неплохо бы еще и готовить хороших журналистов, которые могли Полностью бы с вами осуществлять согласна. вот эту вот Полностью. связь между исполнителями и слушателями. Столько А для проблем. этого, наверное, необходимо Министерству культуры и тем замечательным культурным организациям, которые у нас существуют, и театры, и концертные какие-то площадки. По крайней мере, задуматься об этом. Задуматься о том, чтобы создать, может быть, какое-то особое направление в подготовке журналистских кадров для освещения культуры. Спорный вопрос. Нет, Спорный нет, вопрос, нет, это не конечно. спорный, спорно, это это не необходимо. спорный Ну вопрос. как можно выбрать и сказать, вот он Подождите, будет можно? у нас журналистом там в сфере, допустим, театрального искусства, а он там ни разу... Можно? Но мы же Я готовим прошу спортивных прощения, да? журналистов, Да, мы же готовим каких-то журналистов. Ираклиан, вам по все экономике. можно, вы эксперт. Я Главный прошу эксперт. прощения, но вот буквально снова возвращаясь к той поездке в Питере, я была в РГИСе, это Российский государственный институт сценических искусств. И когда мне задали вопрос, вот, а кого бы вы в первую очередь готовили для республики? Я сказала, что мне нужны искусствоведы в первую очередь. А журналисты-искусствоведы – это еще в большей степени Вот это, востребованное наверное, да. направление. И есть идея, что, может быть, действительно не на уровне бакалавриата, может быть, на уровне магистратуры, но действительно Потому делать что такую нельзя изначально специализацию, сказать, кем он будет, и что он будет вести театральным специализацию, обязательно критиком. потому что все-таки искусствоведение – это очень системная и глубокая наука. Да. И ее нужно изучать и понимать. И вот у нас, к сожалению, в этом году ушла Татьяна Валентиновна Мамаева, это журналист электронной газеты «Реальное время». Вот у нее было как раз образование искусствоведческое. То есть мы это должны понимать, что в журналистике, особенно те люди, которые пишут о культуре, очень важно, чтобы были профильные компетенции в сфере искусствоведения. Потому что иногда бывает смешно, когда ты ведешь, рассказываешь о Я том просто событии. не имею права с вами Первый профессионалами вопрос, спорить. сколько вы затратили денег? Вот к вашей реплике, к вашему вопросу, вот мое личное мнение, это то, что вы, наверное, должны подсказывать, что вот у вас Мы над есть этим работаем. люди, из которых можно, это знаете, как в медицине, то есть все обучаются на определенного интервала одному и тому же, а потом кто-то идет в хирурги, кто-то идет в детские врачи, да, и здесь нужно понимать, уже вы, как профессионалы, должны подсказать, что вот на него надо обратить внимание, и вот тогда должны включаться механизмы Министерства культуры, спонсоров, Госсовета Республики Вот давайте я скажу, Татарстан. вот буквально Да, две Равиль фразы. Смотрите, что у нас была плохая журналистика, у нас была великолепная журналистика. У нас были великолепные журналисты, мы их теряем. Сейчас это штучный товар, это на самом деле так. От чего? То есть отсутствие есть ответ большого, на вопрос, широкого... почему мы их теряем? Вот я об этом говорю. То есть образование на такой, значит... Они вообще-то смертные, они Да. уходят. Понятно. Но дело в том, что омоложение это такого одна нет. из причин. Я очень Почему часто мы встречаюсь, теряем? когда я много интервью... Почему мы да. теряем? И Я могу да. вам сказать, что на сегодняшний день на журналистику, на бакалавриат нет ни одного бесплатного Вот, места. бюджетных мест Мы принимаем только платников. Вот. Более того, перед нами ставят задачу, опять-таки возвращаемся к деньгам, зарабатывать. Следовательно, мы принимаем, снижая планку требований, практически всех, кто готов заплатить за это образование. Оно дорогое, не каждый туда придет. А если мы принимаем по критерию, скажем так, толщины кошелька, Ну, все. то о какой культуре может говорить речь? Ни о какой, Потому что однозначно. их еще надо Это как просто как врач подтянуть до уровня здравоохранения. плинтуса. У нас самый большой конкурс медицинский университет, а врачей не хватает. Нет. У нас 70% Выходит очередь. Но я все-таки хочу высказать слова благодарности журналистам, нашему пулу Министерства культуры. Мы находимся в постоянной коммуникации, и если вы посмотрите, то большая часть изданий сегодня
уделяет беспрецедентное внимание вообще сфере культуры. Практически на всех премьерах, на всех выставках, на открытии всех выставок у нас всегда присутствуют журналисты, которые очень интересно и доступно рассказывают о вот этих событиях. И спасибо, что вы освещаете именно культурную нашу сферу. Но мне по этому поводу очень трудно было уговорить Ирату Хафизяну принять участие. Она сказала, я прям вот с одной передачи на другую. Но я хочу представить еще одного эксперта в зале. Ольга Туманская, редактор отдела журнала «Татарстан». У нее был вопрос, да, к Рустаму Минусовичу? Или как? Вы уже в комментариях. Прошу вас. Добрый день. Отрадно, что у нас в нашей республике и в Казани проходит не просто масса мероприятий, а как вот мы сегодня говорили, с одной стороны Матисс, Шагал, Филонов и ученики, с другой стороны рэпер, да, на который тоже не купить билеты. И это, на мой взгляд, замечательно, потому что можно выбрать, да, это разнообразие, это зритель, который может выбрать из этого многообразия то, что ему нравится. Но у нас есть еще одно явление. Это человек, который делает коллаборации, да, между стилями, между всевозможными направлениями. То есть это классика джаз, классика рок. Это наш маэстро. И не могу удержаться, не задать вопрос, есть ли какая-то дерзкая мечта сделать с кем-то вот такую коллаборацию, концерт? Очередную. Да, очередную. Даже я в их коллаборации была. И я. Мы все были в его коллаборации. Я привык к тому, что то, о чем я мечтаю, сбывается. Поэтому дерзких, наверное, я стараюсь не допускать себе в голову. То я реалист по жизни, несмотря на то, что занимаюсь вроде такой нереальной сферой творчества, как музыка. Но у меня есть, например, мечта. Я об этом везде говорю. У меня есть мечта, чтобы оркестр Ля Примавера сыграл в Карнеги-холл. Это, конечно, не коллаборация, но это мечта. У меня есть, я бы с удовольствием выступил со Стиви Вандером. Но вряд ли это возможно. То есть, нет, ну мы запишем. Много, это будет записано, то есть на всякий случай. А вдруг? Давайте поаплодируем еще раз. Ну, действительно. Матвей. У нас Матвей Опросин, продюсер нашей программы, сегодня в студии. Я понимаю, что мы уже, наверное, не дойдем сегодня до вопросов, которые задают нам телезрители, но у меня есть одно предложение. Вот вы знаете, все те проекты, которые маэстро сегодня перечислил, я обращаюсь к нашим телезрителям, возможно, среди них найдется и те люди, которые действительно смогут оказать и спонсорскую помощь. Все эти проекты реальны. Нужно помогать в сфере культуры, и нужно делать все, чтобы такие проекты, особенно в исполнении таких мэтров нашей культуры, обязательно реализовывались. Давайте поаплодируем, во-первых, и оркестру, и тем, кто поддержит нас. И мы действительно, Матвей, давайте посмотрим, кто же все-таки отзовется на эти наши предложения. Ну что, я думаю, что, наверное, нам нужно уже готовиться к завершению нашей программы, поэтому я хотел бы предложить нашим экспертам обратиться к телезрителям, сказать им, затем, естественно, мы опять вновь придем к Ля Примавере и уже завершим нашу программу. Ирада Хафизяновна, вот так вот короткое такое обращение к зрителям, наступающий Новый год 2020, у вас много планов, я думаю, что мы будем только рады, если они реализуются. Вам слово. Я прежде всего хотела бы поблагодарить наших зрителей за то, что они у нас есть. За то, что вы смотрите телевидение. Нет, за то, что действительно у нас залы заполнены, потому что для любого, я думаю, коллеги меня поддержат, нет ничего хуже, чем выступать перед пустым залом, либо перед людьми с холодными такими лицами, которые покрыты маской, лишены эмоций. Артисты, они питаются энергией зрителей так же, как зрители питаются энергией, которую отдают артисты. Поэтому спасибо за вашу открытость, за вашу эмоциональную рефлексию. И вы знаете, вот я не согласна с тем, что нужно делить, там, вот надо на рэперы ходить или не ходить, а на выставку ходить. И вот, вы знаете, мне кажется, самое главное, чтобы в жизни человека присутствовала тяга к прекрасному. Что такое прекрасное для него? Это вот уже для него его решение. Поэтому главное, чтобы было стремление к гармонии и к прекрасному. Спасибо, и вас с наступающим Новым годом, и удачи вашему министерству. Буквально
два предложения. У нас по времени... Я Рабик, яхшы. Менә иң беренче чиратта якынлашып килгән яңа ел белән тәбрикләсе килә. Барыгызга да зур-зур уңышлар, кырыштан нык сәламәтлек. Очень хорошо, что этот год будет год народного творчества. Это повернет нас к нашим истокам. Мы будем заниматься именно тем, чем мы должны всегда заниматься, культурой. Спасибо. Спасибо, Равиль. Рустем Ильич, вам слово телезрителям обращения. Я хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать, чтобы в Новом году было много радостных дней и побольше радостных дней, связанных с музыкой. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, это было ток-шоу «Наша республика, наше дело». Я ее ведущий Андрей Кондратьев. Мы прощаемся с вами. Смотрите нас на телеканале ТНВ по четвергам и воскресеньям. Действительно, желаем вам нового, хорошего года с удачами, с успехами и, конечно, с этими великими коллективами, которых у нас в республике очень много. Ля Примавера.